А теперь хочу у вас спросить, ведь есть же правительство в изгнании Ичкерии. Вы это правительство в изгнании признаете? Да или нет? Нет, я не признаю руководство и вообще ту политику, которую ведет так называемое правительство в лице Ахмеда Закаева. У нас есть полно других лидеров, это Ахьяр Дидигов, это Хусейн Исханов, другие люди, которых сейчас я не буду называть, которые ведут определенную работу в этом направлении. Но я не признаю правительство изгнания в лице Ахмеда Закаева. Я почему вам рассказывал, когда мы ехали в машине, когда я вас встречал в аэропорту. Да. Ну и, пожалуй, последний такой вопрос. А каким вы видите финал этой войны России против Украины? Ведь она же рано или поздно чем-то все-таки закончится. Чем закончится эта война для Украины, для России и для Ичкерии? Ну, для Ичкерии она закончится полной деоккупацией и полной независимостью Чеченской Республики Ичкерия. Тем же самым она закончится и для Украины, победой Украины. И не только Чеченская Республика, а весь Кавказ отделится от нынешней России. И Россия, ту Россию, которую мы сегодня знаем, ее не то что не будет, ее уже нет. Как когда-то еще в 1988-1989 году не существовало уже Советского Союза, но многие этого не знали. Также уже Российская Федерация уже не существует. И ничего этому не может помешать. Ничего. Даже ядерный удар, даже убийство всех чеченцев или всех украинцев Российской Федерации, как нынешнего образования, несостоявшегося государства уже не будет. Вот таким я вижу этот финал.